Проблема незаконного строительства в республике – одна из острых в нашей стране. И она существует, как справедливо заметил президент, на протяжении нескольких десятилетий. Как подчеркнул глава государства, вопрос незаконного строительства в Пицунда-Мюссерском заповеднике был инициирован местными жителями. Большинство строек на территории Абхазии проводится без наличия каких-либо разрешительных документов на землю общего пользования, а также на особо ценных территориях и заповедных зонах. Эти земли могут предоставляться только во временное пользование, под строение облегченного типа, которые могут разбираться и демонтироваться. На землях общего пользования, я хочу еще раз вам всем повторить, могут быть эти земли предоставляться только во временное пользование, под строение облегченного типа, которые могут разбираться, демонтироваться. А у нас, пойдите посмотрите, все капитально строятся, блочного типа, заливаются, фундамент капитальный. И как вы их собираетесь разбирать? Каких усилий нужно, говорится, чтобы эти строения были бы разобраны, не разрушив практически конструкции этих зданий? Да мы же сами себя обманываем. Рауль Хаджимба подчеркнул, что в отношении людей, осуществляющих строительство без разрешительных документов и в запрещенных зонах, должны и будут применены соответствующие законодательству меры. Президент также заметил, что зачастую администрация города или района дает разрешение на строительство жилого дома, и в итоге строится гостевой дом. Что касается строительства в заповедной зоне в Пицунде, Рауль Хаджимба подчеркнул, что этот вопрос будет решен по всей строгости закона. Та проверка, которая была начата по Пицунде, это только начало. Хочу вас всех заверить, никого не пожалею, никого не пощажу, независимо, кто бы это ни был и какого ранга бы ни был. Если мы с вами не поймем, что другого выхода нет ни для президента, ни для вас, и если мы хотим что-то оставить для будущих поколений, то мы должны сделать все для того, чтобы войти в русло наших законов, соблюдая законы, делать все то, что полезно будет для нашего государства. Начатая проверка затронула только 2 района сейчас. То, о чем мы говорим, прокуратура. Я с вас требую провести тщательнейшую проверку по всем тоже остальным районам. Глава государства поручил Генеральной прокуратуре провести проверку по вопросу незаконного строительства по всей республике. Вместе с тем, как отметил президент, за решение этой проблемы ответственны не только правоохранительные органы, но и главы администрации городов и районов. Я еще раз говорю, прокуратуре взять под контроль все эти вопросы. Там, где нужно, опротестовывать, делать эту работу. Там, где нужно подключать соответствующие структуры для того, чтобы сносить это вместе с МВД, вместе с нашей, как говорится, структурой вновь созданной, судебных исполнителей. Все это должно делаться. Никакой пощады не будет. Мы разучились, понимаете, жить по законам. Генеральный прокурор Зураб Ачба сообщил, что прокуратурой выявлены грубейшие нарушения земельного законодательства в Пицунде, в связи с чем проводится проверка исполнения земельного законодательства в республике в целом. Проводимая проверка свидетельствует о неэффективности работы в части контроля за использованием земель, предотвращению фактов самовольного строительства органами местного управления. Большая часть нарушений допускается в Гагарском, Гудаутском районе и в городе Сухум. Так, органами прокуратуры в процессе проводимой проверки, она в настоящее время проводится, уже выявлено более 70 нарушений земельного законодательства. В частности, нарушение права государственной собственности на землю. Это самовольное строительство, самовольный захват земли, использование земельных участков вопреки их целевому назначению, установка капитальных объектов на землях общего пользования. Президент Рауль Хаджимба отметил, что работа всех ведомств в решении данной проблемы должны быть ежедневной, и только тогда можно будет добиться соответствующих результатов. А результат должен быть нацелен на то, чтобы не допустить вообще таких процессов. Дальше, по вопросам судов. Я просил бы вас усилить эту работу и по части, касающейся мер ответственности по этим категориям людей, они должны быть соразмерны нашему законодательству. Наше законодательство пока позволяет это. Если нужны и необходимы какие-то другие подходы, давайте говорить о внесении соответствующих изменений. Меры ответственности должны быть не по отношению только к тем, кто построил, а по отношению к тем, кто не углядел, кто дал возможности таким образом решать эти задачи. Тогда, поверьте,
этих вопросов станет меньше. Что касается рассматриваемых объектов, президент подчеркнул, что по ним будут приняты судебные решения, которые будут исполнены. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.